Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас боится? Кто этот человек и почему вас боится? Ни о ком не думайте. Песочек все увидит и расскажет сам. Просто загадайте на себя. Так и спросите, кто меня боится? Я хочу знать. Пусть информация мне откроется. И информация обязательно к вам придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, а вы страшный человек. Шучу, конечно. Но много кто вас боится на самом деле. Много кто. Тут даже вот какая-то дама защиту на себя ставит от вас. Да, есть такое. На самом деле вы благородный человек. Вы сильный человек. Вы справедливый человек. Вы честный человек. Человек, который по закону живет. По закону мирскому и по закону божественному. Вы много кому помогаете, вы много для кого добра делаете. Тут и животные вас очень любят, я вижу, да, и вы любите животных, и животные к вам тянутся. Да, вот незнакомые, там, просто уличные животные всегда вот прям глаза вам заглядывают, и каждый хочет поластиться. Даже самые вот такие грозные там собачки, допустим, либо не дающиеся в руки кошечки, но вот готовы за вами идти и хвостиком махать, и ластиться будут. Чувствуют вас, животные чувствуют, что у вас душа чистая, что у вас помыслы чистые. Да, животные, они, в отличие от людей, очень чувствительны. Чувствуют зло, чувствуют добро. И также, мои хорошие, вижу, что вы в своем роду очень важную роль играете. Вам очень важная роль отведена. У кого-то отыграется, что вы среди живых хранитель рода, среди живущих, да, не живых, а живущих. А у кого-то отыграется, что вы свой род спасли. Вот что-то вы такое за весь род натерпелись, пережили, что вы весь род свой спасли. И сейчас вы самый главный человек в своем роду. Самый главный, как хранитель, да, своего рода мне идет. У кого-то родовая сила, прям вся родовая сила именно в вас сконцентрировалась, воплотилась. А у кого-то еще таланты родовые есть, очень серьезные таланты, способности, таланты. Ну, вы все разные. Также вижу, что вы обладаете незаурядным умом, интеллектом, да. Вы умнее, чем, наверное, все, кто вас окружают. Даже не имея какой-то докторской степени, не заканчивая какие-то крутые вузы, вы гораздо умнее. Да. Вам от природы дан такой интеллект. Да, с таким интеллектом родились. Но вы не хвастаетесь, нет такого у вас, что вы будете ходить, хвастаться. Вы даже наоборот себя иногда как-то закрываете, стесняетесь. Не любите лезть на рожон, но если кто-то против вас пойдет, то вы спуску не дадите. Вы не злопамятный человек, вы просто умеете за себя постоять. И внешность у вас немножко обманчивая в плане того, что вы выглядите очень как-то нежно, ранимо. Такая, вот знаете, как сравнить, девушка-балерина, да, но при этом в душе амазонка. Амазонка, которая вот прям за ценой не постоит. И очень многие люди в вас ошибаются, думают, что вы такая безобидная, доверчивая, глупенькая. А потом, когда ближе с вами познакомятся, охают, ахают, за голову хватаются, думают, как у этой прекрасной розы могут быть вот такие огромные шипы. Да, сны вам очень необычные снятся, пророческие, я вижу. Сны, которые сбываются, которые предупреждают, которые будущее вам открывают. Кстати, кто-то из вас очень хорошо сны умеет разгадывать. Кстати, да, на этой цыпке явно есть девочки, которые и тоже гаданиями занимаются. Может, для себя гадаете, либо для своих близких. А кто-то, да, возможно, и профессионально этим занимается. Вот кто гадает, знаете, что у вас в гаданиях большое будущее. Вы выйдете за рамки того, что вы делаете, и
Ну, либо других начнете еще обучать, либо вы станете такой знаковой персоной, и такой золотой стандарт прям, да, все на вас равняться будут. Очень многие будут стремиться к вам прийти там, на расклад, либо на другое гадание. И вы еще как в очередь людей будете к себе ставить, да, записывать. Дальше, мои хорошие, вижу, что вы много настрадались в своей жизни, я так понимаю, да, много слез было. Страдания какие-то вот прям несправедливые. Вы не должны были страдать, но страдали. Может, за чужих, за других страдали. Может быть, по чужой, злой воле, да, люди могли против вас что-то сделать. Но было время, когда болела, очень сильно болела. Вот вижу, женщина из-за мужчины могла, из-за подлости мужчины могла страдать. Но опять же, это вас не сломало. Вы стали только лишь сильнее. Только лишь сильнее. То есть вам не ругать этого мужчину надо, а наоборот поблагодарить. Потому что если бы не он, если бы так об него не спотыкнулись, то не стали бы такой, какой вы есть в сегодняшнем дне. А еще я вижу, что у вас знак богатства есть. Знак богатства не сейчас. Вот, к сожалению, не сейчас он проиграется. Тут, скорее всего, как несколько лет идет, несколько лет. Опять же, вы разные, это общая отзывка, не могу вам сказать точно, но до 3 лет. До 3 лет этот знак богатства у вас полностью раскроется и проиграется. И, кстати, этот знак богатства, он у вас где-то еще на теле есть. На лице в виде родинки, либо какого-то шрамика. На руках, на теле мне идет, да, где-то есть знак богатства именно, какое-то пятнышко в виде, там, не знаю, жука, скоробея, в виде луны, в виде этой подковы. Что-то есть, и у кого-то еще отыграется, что перед тем, как богатство придет, очень сильно проявится этот знак, он станет гораздо больше, и прямо вы обратите внимание. Да, есть знак богатства. Неважно, сколько вам лет. Понимаете, там на небесах время совершенно по-другому считается. Они не смотрят размер человеческой жизни, да? Они смотрят, готов ли человек получить эти большие деньги или нет. Смотрят совершенно по-другому. Нам этого не понять. Мы только лишь можем приблизительно понять, да? А целиком понять мы не можем. Ну вот высшие знают, что делают. Знак богатства у вас есть. И даже на теле где-то есть. Так, кто вас боится? Женщина вас боится. Женщина 100% либо конкурентка, либо соперница. Боится как огня. Сейчас объясню почему. У этой женщины руки грязные по самые плечи, понимаете, по самые плечи. Такими черными делами занималась, такой гадостью занималась, что там, знаете, обнять и плакать, да, огнем не выжечь. Там могли быть и всякие нездоровые вещи, и деньги могла давать, подкупать, и настраивать против вас могла, и притворяться могла, наговаривать, и еще могла всякие обряды, ритуалы проводить и заказывать. Особенно вот почему-то мне погосты идут, погостная магия. Это, кстати, самая страшная магия. Мертвая что-то, мертвая энергия. Почему она вас боится? Да потому что вас ничего не берет. И она в шоке, она такая, как это может быть? Да? Я тут рвусь во всех местах, делаю такую страшную магию, столько много энергии трачу, там деньги отдаю мастерам, а ее ничего не берет. Вообще ничего, да? Там ей насмерть делаешь, она просто чихнула, развернулась и дальше пошла, да? Ну, то есть у нее шок, она не понимает, с кем она имеет дело. Она уже не знает, что о вас думать. Она думала, что вы и имя какое-то ненастоящее используете, и дату рождения ненастоящую используете. Ну, как объяснить, что не работает? Как объяснить, что мастера, которые прям имеют конкретные отзывы, на вас осечку дают, да? Что ритуалы, которые всегда срабатывали, именно на вас никак не ложатся. Ей страшно, ей реально становится страшно. А еще я вижу, что вы ей снитесь очень часто. Причем снитесь, что вы ее где-то там догоняете, что вы ее бьете, что вы там, не знаю, зубы выбиваете. Понимаете, такие сны ей снятся страшные. И лишний раз уже с вами не хочется никаких дел иметь, видеть вас страшно, да.
Вы, когда приснитесь, у нее какие-то неприятности в жизни происходят, я это вижу. И поэтому она вас боится, на вас как воздействовать не получается, так она пытается защиту теперь поставить на себя, чтобы, ну, как бы от вас ничего не пришло. Да? У нее уже такие подозрения, что вы тоже какая-то ведьма, и вы на нее колдуете, поэтому магия вас не берет, а у нее, значит, такие беды и неприятности в жизни начались. Ну, сейчас мы посмотрим, кто тут ведьма и почему так происходит. Просто интересно, да? Интересно. Ну, то, что она в тучах живет, так это ее страхи, да, это ее боязнь, это ее неприятности. Она все потеряет. Она все потеряет. У нее какой-то, вот знаете, как род пустой. Либо род такой никчемный был, да? Люди, приспособленцы, люди, там, не знаю, преступники, какие-то, знаете, такие не очень хорошие личности, неблагородного происхождения. Род пустой. А может быть, она такая, да, потому что из такого рода вышла. Тучи сгущаются над ее головой и ждут ее сплошные потери, как и в личном, так и в семейном, так и в деньгах, и в ее желаниях. Вот теряет, она теряет. Так, вас она боится, да? С вами у нее тут проблемы. Сразу две карты. Ладно, змея и клевер. Кладбище. Оп, падает. Но очень похоже, что да, ваша сила вас бережет, ваша родовая сила вас бережет. И то, что она делает против вас, оно к ней сторицей возвращается и бьет не только по ней, но по ее дому, по ее близким. Вот если бы она вас не трогала, если бы она к вам не лезла, то коса не пошла бы в ее жизнь, да, не прошлась бы по ее жизни. Сама себе навредила, сама. Какой-то вот она прям, опять же, погост, да, какой-то она провела обряд, который запустил это все. Просто воли навредить недостаточно. Кого-то подговорить против вас недостаточно. Но если ты переступаешь барьер, если ты имеешь дела с такой вот магией кладбищенской, погостной, то ты переступаешь все мыслимые и немыслимые барьеры. И тогда просыпаются такие глубинные силы, которые уже остановить невозможно. Она сама виновата в своих бедах. И если бы не вы, то кто-то другой, понимаете? Еще какое-то время она подержится, а дальше все, ее ждет падение. Падение свободное в пропасть с большими потерями. Нет, а вас удача ждет. А ваша звезда засияет. Слушайте, у вас все хорошо будет. Фу-фу-фу. Карты именно про это говорят. Все будет хорошо. Если она вам соперница в любви, например, в отношениях, мужчина вам будет преданный, да, у ваших ног верный пес. Вы ярче, вы счастливее. Ваша путеводная звезда всегда вам светит, всегда подсветит, всегда путь укажет. А у нее тучи уже очень плотные, да, а дальше прольются дождем, но не обычным, а каменным. И полетит эта женщина в тартарары. Такая у нее судьба. Да. Тебе и соперница. Была соперница, станет жертвой. Жертвой обстоятельств, да? Либо жертвой своих собственных черных дел. То же самое, если мы говорим про рабочие моменты. Допустим, да, конкурентка там в работе, в бизнесе. Ради своей цели, ради того, чтобы прославиться, ради того, чтобы должность занять, ради своего там продвижения, ничем не брезговала, пробудила такие силы, с которыми вообще шутить нельзя, которые нельзя было будить, а теперь она за все за это ответит. То есть, знаете, как будто бы высший суд происходит здесь и сейчас. Высший суд смотрит на нее и на вас, понимает, что вы-то тут ни при чем, вы ничего плохого не желали и не делали, а эта женщина, она виновата, причем по уши виновата. Ну, что о ней говорить? Туда ей дорога. Видите, даже показали, что вы змею за шею схватили и крепко-крепко в руках держите, а сами на бумеранге сидите. В любой момент этот бумеранг готов в нее запустить, причем прям в лоб, да, запустить. Дальше. Вас боится мужчина. Мужчина, который вас ведьмой считает. Почему? Потому что вы все знаете наперед.
либо вы предсказывать умеете. Вот я не зря говорила, да, что вы, скорее всего, и гадать умеете, а кто-то ясновидением занимается. Мужчина очень этого боится. Почему? Потому что у него немножко неосознанная жизнь. То есть он никак не может понять, что он уже взрослый мужчина, что он уже не ребенок, и что у него не может быть каких-то своих личных секретов, и что нельзя обманывать, да, нельзя обманывать тех, кто с тобой рядом. А он пытается, он постоянно пытается это делать, а вы его постоянно в этом плане подлавливаете и обламываете. И он очень боится, что вы все про него знаете, что он у вас, как знаете, под сканером находится, да, вы его полностью просвечиваете. Он такой, ну какая может быть жизнь, если она все про меня знает? Как мне дальше жить, если я не могу ее обмануть, да? Также у кого-то отыграется, что мужчина на своей шкуре прочувствовал, что если он вас обижает либо разочаровывает, становится причиной ваших неприятных ощущений, назовем это так, то от него удача отворачивается, то с ним что-то происходит, то он болеть начинает, то травмируется, то в какие-то неприятности попадает. И он такой, блин, страшно, страшно жить, да? Вот вдруг я опять что-то сделаю, ей не понравится, и мне опять по шапке прилетит, да? У него уже такие мысли, не знает, как поступать, и еще со старыми привычками не может покончить. И понимать, что дальше так продолжаться не может. То есть нужно выбирать. Либо я с ней разделяюсь, иду в свободное плавание, чего он совершенно не хочет, потому что вы женщина ценная, вы женщина любимая, как бы там ни строились отношения, но он дорожит вами, он прям вцепился в вас. Либо я полностью меняю свою жизнь, да, я начинаю жить честно, праведно, там, без обмана, без каких-то там скверен. Но это трудно дается, да, он привык уже по-другому. Ну и опять же, удачу не хочется терять, потому что когда он вас радует, когда у вас хорошие отношения, когда он поднимает вам настроение, ему же везет, причем везет на ровном месте, там, где, скажем так, лучшим из лучших не везет, ему точно везет. И он тоже это все прочувствовал. То есть не знает, как с этим жить. Но как-то жить с этим надо, да, потому что от вас он отказаться не может и никогда не откажется. Вы важная и ценная женщина в его жизни. Ну и побаивается вас, ваших реакций и того, что вы его видите насквозь и можете разгадать любую его тайну, либо любые его там враки можете вывести на чистую воду. Дальше люди, которые рядом, люди, у которых совесть нечиста. Но у кого-то это точно соседи, а у кого-то, возможно, коллеги, да, потому что мы с соседями рядом находимся, там соседи за стенкой, допустим, либо внизу, либо вверху, а у кого-то коллеги, да, с коллегами рядом находишься. Соседи, коллеги знают, что вы борец, знают, что вы соблюдаете порядок, и других, да, заставляете порядок соблюдать. Ну, допустим, соседи могут быть шумными, а вы на них жалуетесь, и они там лишний раз боятся пукнуть, чтобы не было звука, чтобы вы там на них не пожаловались, или по полицию не вызвали. Может, были такие моменты, когда вы из-за этого ссорились, либо там действительно выясняли отношения, вызывали полицию, может, они там гульбасили, а вы их успокаивали. И коллеги, допустим, нерадивые коллеги, либо ленивые коллеги, которые не хотят свою работу делать, занимаются тем, что штаны просиживают, да, на работе, постоянно ошибки делают, а вы этих коллег ловите и выводите на чистую воду, да, некомпетентность, ленность этих людей. И вот они вас боятся, когда вы рядом, всегда стараются, работают. Но когда вас нет, то, конечно, могут выдохнуть. Коллеги либо соседи, несмотря на то, что боятся, они вас все-таки уважают, потому что вы честный человек, да, вы справедливый человек. То есть если соседи не шумят, то вы их не трогаете. Как только они дали слабину, начали шуметь в неурочное время, то вы обязательно об этом скажете. И то же самое с коллегами. Если все правильно делают, там никаких ошибок, либо там работают, они наслаждаются жизнью, отдыхают. Вы же никого не трогаете, вы не предвзятый человек. То есть знают, что да, веди себя нормально, ничего плохого не будет. Вы просто так придираться не станете. Дальше. Среди родственников есть женщина. Может быть, она вам и по крови родная, а может быть, она жена по крови родного вам человека.
ну, не знаю, там двоюродный брат, родной брат, может быть. А может быть, это ваш отец, а она ваша мачеха. Может, еще какая-то комбинация. Может быть, это ваша свекровь, может, и невестка. Ну, женщина, да, показывает женщину, считает, что у вас очень сложный характер, считает, что вы, ну, скажем так, командир в юбке, да, что нужно вам там подчиняться, что вы строгость проявляете. Но, с другой стороны, я вижу, что там женщина, она либо плохо вас знает, да, ну, даже если вы родственники, то она может плохо вас знать, если не часто общались, если мало времени вместе проводили. То есть она как ошибается, да, ошибается. Может, вы выглядите очень строго. Либо вот этот вот родственник по крови про вас что-то рассказывал такое, что напугало эту женщину. Если это по крови родная вам женщина, то, скорее всего, вы всегда доминировали, ну, либо вы всегда были старше, чем есть по возрасту, да, в ментале. И еще показывает, что вас какие-то обманщики боятся, лжецы, мошенники, что ли. Их двое, либо трое. Они вас боятся. Почему? Потому что вы задаете очень правильные, но неудобные вопросы. То есть они обманывают людей, люди им верят, они пользуются доверием людей. Но с вами не получается, потому что вы думаете логично, вы пытаетесь во всем разобраться, вы спрашиваете, расспрашиваете, я вижу, но у них нет ответов на ваши вопросы. А те ответы, которые они дают, вы просто вот, ну, как камни разбиваете и говорите: нет, это не ответ, это вы мне что-то наврали, это что-то не то, да, там, покажите документы, предъявите то, предъявите сё. То есть вы для них прям как опасный человек, потому что вы можете их вывести на чистую воду. У вас нестандартное мышление, вас нельзя ввести в заблуждение, вам нельзя запудрить мозги. Вы человек очень рациональный, очень прагматичный, человек, который не склонен доверять, да, а склонен разбираться и докапываться до истины сам. Вот. Ваши вопросы, они как, не знаю, как стрелы впиваются в этих людей. И этим людям лишний раз не хочется с вами не видеться, не общаться, потому что это каждый раз большой риск, что вы до правды докопаетесь, да, и сломаете им все их схемы, да, схемы обмана, схемы мошенничества. Ну, буквально боятся как огня, да, избегают, стараются избегать общения с вами. Вы для них опасный человек, очень опасный. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.